Уверяю вас, что я ускоряю время, чтобы вы быстрее осуществили свои самые сокровенные желания. Я знаю, что вы с нетерпением ждали ответа, и я хочу, чтобы вы поняли, что изменения, которые я продвигаю вокруг вас, предназначены в первую очередь для вас. Подготовьте свое сердце, откройте свой разум и позвольте моему присутствию в вашей жизни. Разговаривая с вами, я хочу заверить вас, что скоро произойдет великая трансформация. Я понимаю ваши потребности еще до того, как вы их выразите, но я хочу, чтобы вы ясно выражали свои мысли и желания. Будьте уверены в том, о чем просите, поймите свою цель и помните, что если вы хотите достичь ее, то это потребует искренней веры, горячей молитвы, больших усилий и личных жертв. Я здесь, чтобы дать вам благословение вечной ценности как для вас, так и для вашей семьи. Молчи, потому что я не дам тебе ничего, что расстроит тебя или отнимет тебя у меня. Я не хочу, чтобы твоя семья пострадала из-за твоих поисков. Я хочу, чтобы ты сиял в мире, не разрушая свой дом. Помните о людях, которых вы любите, потому что я не хочу, чтобы вы пренебрегали своими отношениями или подвергали риску свое здоровье. Мои вечные идеалы являются лучшими для тебя: истинный мир, непоколебимая вера, мирная жизнь и непривязанность к материальным благам. Богатство этого мира мимолетно. Ты ничего не взял с собой, когда родился, и ничего не возьмешь с собой, когда уходишь. Любовь и сострадание, которыми вы делитесь с теми, кто вам дорог, вера, которую вы распространяете, помощь, которую вы оказываете нуждающимся, ваша непоколебимая вера и убеждение – это то, что принесет вам истинное духовное удовлетворение. Я послал тебе великие благословения и однажды короную тебя своими руками. Вопрос в следующем: вы принимаете? Если да, подтвердите это в разделе комментариев, написав «Обнимаю, сэр». У меня есть сила менять времена года и корректировать время, чтобы вы могли испытать мои благословения и ваши страдания остались позади. Я у двери и стучу, дверь открывается для меня. Теперь я буду жить в твоей жизни, и пусть мой мир наполнит каждый уголок сердец твоей семьи. Вскоре вы увидите, как моя сила проявится в вашей семье и жизни, когда на нас снизойдут мир, исцеление и благословение. Я заметил вашу веру, услышал ваши молитвы, и ваши отношения меня радуют. Ваша честность трогает мое сердце, ваша вера жива, и вы каждый день приходите ко мне, ценя свою духовную жизнь. В отличие от других, которые приходят время от времени и не доверяют мне свои планы, я надеюсь, что вы подаете пример своей семье и всем, кого любите. Пусть они увидят ваш рост, поскольку ваша вера укрепляет ваш дух, разум и душу. Придут новые благословения, но вместе с ними приходит и большая ответственность. Я хочу поставить вас в первый ряд, чтобы все могли видеть, как сильно я благословляю тех, кто повинуется мне, тех, кто смиренен и терпеливо ждет моего ответа, не испытывая беспокойства. Помните, что ваша жизнь, ваша семья и все, что вы делаете, в моих руках. Многие живут в постоянном беспокойстве, потому что думают, что у них кризис, но ты знаешь, что все под контролем моей любви. Ты принесешь много плодов, как доброе дерево, если ты будешь достаточно крепок, а твое основание достаточно прочно, чтобы выдержать благословения, которые я изолью на тебя. В вашей жизни и вашей семье произойдет великое чудо. Я люблю тебя, прими мою любовь,
Открой свое сердце и душу чистой преданности, которая принесет тебе мир, спокойствие и божественную силу. Моя любовь залечивает раны, облегчает боль и болезни, стабилизирует эмоции и приносит покой, которого нельзя найти больше нигде. Только рядом со мной ты найдешь настоящую любовь. Когда вы подойдете с желанием получать, расти и жить передо мной, вы найдете это. Наполнитесь сейчас, вдохните аромат моего Святого Духа и позвольте времени пройти. Получите еще больше подарков и любви, которые я хочу вам подарить. Эта прекрасная любовь принадлежит тебе, никогда не отвергай ее. Не ищите любви у тех, кто говорит, что любит, но разочаровывает вас и плохо к вам относится. Я дорожу тобой и люблю вечной любовью. Моя преданность тебе вечна, мои планы тверды и мои цели верны. Принятие моей любви означает перемену в жизни, новую жизнь, полную счастья, изобильной любви и никаких разочарований. Моя любовь – это больше, чем просто доброта, она необыкновенна. Это прощение. Это ваше. Я отдал свою жизнь на кресте и был воскрешен на третий день, чтобы и вы могли воскреснуть и жить. Возможно, вы не до конца осознаете это сегодня, но я работаю для вас больше, чем вы думаете. Я коснусь вашего сердца и открою что-то настолько мощное, что это побудит вас принять важное решение. Пришло время действовать и осознать невероятную силу, которая наполняет вашу жизнь. Независимо от вашего возраста и происхождения, никто не будет смотреть на вас свысока. Люди будут впечатлены результатами, которых вы достигнете. Теперь, когда вы, наконец, осознаете, что мой дух был с вами все это время, и что эта прекрасная и святая любовь доступна всем, любовь, которую предлагает мир, ограничена, часто требуя награды. В конечном итоге это приводит к предательству, лжи, боли, несчастью, отвержению и одиночеству. Тебе больше не придется страдать, потому что я помогу тебе исцелиться на моих руках, и все твое отчаяние будет забыто. Я люблю тебя, и если ты меня тоже любишь, поделитесь в комментариях, написав «Я люблю тебя, Господь». Не позволяйте отчаянию одолеть вас. Если вы чувствуете себя слабым и беспомощным, сегодня я прошу вас внимательно прислушаться к моим словам. Откройте мне свое сердце и примите мир, который я предлагаю вам в этот момент. Я создатель огромной вселенной и управляю штормами, которые могут потрясти вас. Помните, что я могу успокоить эту бурю и успокоить угрозы, терзающие ваш мир. Крепко держите свою веру, и пусть ваша вера снова станет ясной. Освободите себя от бремени достижения того, чего вы надеетесь достичь, и не беспокойтесь о своих слабостях. Вместо этого сосредоточьтесь на мне, потому что я вам нужен больше всего, когда вы осознаете свои собственные ограничения. Когда ваша вера соединяется с моей силой, вы становитесь неудержимыми, ваша сила обновляется, а ваш дух становится непоколебимым. С помощью простого слова веры ваша слабость исчезает, и вы можете с уверенностью заявить «Я – Дитя Божие». Не стесняйтесь делиться в комментариях, а теперь решительно идите вперед и продолжайте восхождение на гору, где я вас жду. С нетерпением жду этого саммита, где ваши самые сокровенные желания могут осуществиться. Это место и время, чтобы принять мои желания и позволить мне работать в вашей жизни. Отныне ты полетишь на невообразимые высоты, и я довел тебя до этой точки, не оглядываясь назад.
Расправьте свои крылья и поднимитесь выше, чтобы получить благословение, которое я хочу вам дать. С сегодняшнего дня отчаяние больше не будет твоим другом. Твои ночи будут свободны от печали, а твое утро от печали и печали. Вы будете жить жизнью, наполненной непоколебимой верой, подобно солнцу, встающему каждое утро, выбирая счастье независимо от обстоятельств. Так что не позволяйте заботам стереть прекрасную улыбку, украшающую ваше лицо. Ты мой сын, моя дочь, и ты полностью посвятил себя мне. Мой Святой Дух живет в тебе и делает тебя уникальным. Не нужно подражать другим людям, которые часто не способны противостоять трудностям. Вы другие, внутри вас живет сверхъестественная любовь, необыкновенная вера и слова, передающие силу. Расправьте крылья и поделитесь этими словами со своими близкими. Мне нравится наблюдать за вашей активной жизнью, когда вы встречаете каждый день с уверенностью в моем присутствии. Ваша благодарность согревает мое сердце, и слезы радости наполняют мои глаза, когда я вижу, как вы смиренно преклоняете колени в молитве. Ваша непоколебимая вера, терпение, уважение к другим и достойное поведение тронули мое сердце. Эти качества вдохновляют и поднимают настроение многим окружающим вас людям. Необыкновенный выбор, достижения и благословения, которые вы получаете и делитесь с теми, кто вас поддерживает, направляются Святым Духом. В руке твоей ты держишь могучий меч, а в сердце твоем живет сила, исходящая от меня, Создателя всех твоих благ. Возможно, ты несовершенен, но помни, что твоя сила исходит от меня, Создателя твоих благ, который ведет тебя к победе во всех битвах. Держите свое сердце смиренным и уверенным в себе. Не нужно искать популярности или брать на себя титул человека, претендующего на власть. Я буду использовать твои руки, чтобы творить чудеса, которых никогда не видели человеческие глаза. Целебный дождь пролился на вашу землю, и реки живой воды текут по вашим полям. Ваши амбиции будут расширяться и расти. Будь сильным и смелым, мое дорогое дитя, ибо ты своими глазами увидишь необыкновенные вещи. Если вы так думаете, поделитесь этим в комментариях. Вы увидите, как распахнуты двери и окна рая. Я знаю, ты понимаешь мои слова. Сохрани это прекрасное откровение в своей душе. Я тебя очень люблю, и ты меня тоже любишь. Я испытываю огромную радость, слушая тебя, и твое сердце радуется каждый раз, когда ты выражаешь мне свою любовь. Моя любовь к тебе очевидна из слов, которые исходят из моих уст, принося исцеление и защиту. Я Бог, дающий силу, выполняющий свои обещания. Я укрепляю тех, кто в этом нуждается, даю радость печальным сердцам и открываю двери рая тем, кто любит меня всем своим сердцем и разумом. Те, кто понимает силу относиться к другим с уважением, быть терпеливым, избегать сплетен и конфликтов, говорить вежливо и сохранять спокойствие перед лицом проблем, независимо от обстоятельств. Вы и ваша семья в безопасности в моих руках. Отвечайте на невзгоды добротой и мягкостью, а не гневом, и мой мир воцарится в вашем доме. Вы увидите невероятные чудеса, получите неожиданные благословения, и ваша вера укрепится. Ваша семья будет наполнена безграничным счастьем. Я продолжу показывать тебе свою любовь, и свое присутствие всегда рядом с тобой. Поверьте, я удивлю вас невероятным чудом.
Итак, дети, моя дорогая дочь, не отчаивайтесь, потому что я здесь с любовью направляю вас, и у меня большие планы на вашу жизнь. Не бойся, мое дорогое дитя, ибо мое обещание твердо и истинно. Каждый рассвет возобновляйте свое доверие ко мне и позвольте моей любви вести вас на каждом этапе пути. Ваши дни траура прошли, и теперь вас ждет будущее, полное благословений. Перед вами откроются возможности и двери, дружба будет процветать, процветание благословит вашу жизнь, и вы освободитесь от финансовых забот. Ваши молитвы, ваши усилия и все ваше имущество будут весьма благословлены, ибо, если я обещаю, я сдержу это. Шепчи мне на ухо свои мечты, потому что мечты, которые ты держишь близко, я не забуду. Каждый из них, от самого маленького до самого большого, для меня бесценен, поэтому не позволяйте им исчезнуть в тени сомнений. Сохраняйте их живыми и яркими в своем уме и сердце, потому что я здесь, чтобы воплотить их в жизнь. Не бойся, мое дорогое дитя, ибо мое обещание твердо и истинно. Каждый день, который наступает, возобновляйте свое доверие ко мне и позвольте моей любви вести вас на каждом этапе пути. Ваши дни печали прошли, и сейчас вас ждет будущее, полное благословений и возможностей. Когда вы становитесь старше, искра радости внутри вас гаснет и угасает, когда вы сталкиваетесь с жизненными трудностями. Я понимаю, что вам не обязательно нести это бремя в одиночку. Вы несправедливо обременены бременами, которые вам не принадлежат, а те, кто должен быть на вашей стороне, скорее удаляются. Я молча смотрел, наблюдая, как свет, который я зажег в тебе, сияет в самые темные моменты, сияя яркой надеждой. Я вижу, как ты не принимаешь отказ как свою судьбу. Что-то глубоко внутри тебя, невысказанное, но более сильное, подтолкнуло тебя. Вы мечтаете оставить свои печали позади и исследовать далекие страны. Ваша преданность привлекает мое внимание, в отличие от эгоцентричных людей. Вы стремитесь к росту, успеху и надеетесь вернуть и ободрить тех, кого любите. Я всегда знал это о тебе, ибо в твоем сердце обитает семя жизни, окутанное моим святым духом. Каждая борьба, с которой ты столкнулся, сформировала человека, которым ты являешься сегодня, мой любимый сын, моя любимая дочь. Я уважаю тебя и верю в твои способности. Ваша стойкость очевидна, ваше сердце стойко. Слезы – твои друзья, страх и тревога – твои годы. Но каждый день вы обновляетесь, осветляете свое лицо, восстанавливаете улыбку и укрепляете свою внутреннюю силу. Услышьте, как я с гордостью заявляю: это мой сын, это моя дочь. Heavenly Vacation готов поддержать вас, укрепить ваши шаги и помочь вам достичь вашей мечты. Когда ты звонишь, я отвечаю. Я благословляю ваши особые идеи и укрепляю ваш дух. Ваше мужество трогает мое сердце и заставляет меня обильно благословить вас. Мое обещание сдержать свое слово твердо, и я выполню все, что обещал. Вы выросли в мудрости и зрелости и готовитесь к духовному скачку. Избегайте сравнения себя с другими, потому что ваш путь уникален и индивидуален. Обладая талантами, которые вы развили, добивайтесь своих целей, не завидуя успеху других людей, реальному или мнимому. Позвольте людям идти своим путем, пока вы живете своим истинным путешествием.
Ваши усилия и победы не будут забыты или проигнорированы. Вам суждено не потерять, а завоевать собственные блага. Ваши честные цели будут развиваться удивительным образом. В такие трудные времена вы и ваша семья обретете благословение, в то время как другие оплакивают упущенные возможности. Ваш разум станет плодородной почвой для моих учений каждое утро, когда я сажаю в вас семена творчества. Эти семена вскоре вырастут в инновационные идеи. Двери успеха откроются для вас и погрузят в глубокую любовь. Нет места неудачи, она ушла. Мое присутствие в вашей жизни настолько глубоко, что оно становится вашей защитой, вдохновляя вас следовать моему руководству. Это ведет к истинному счастью. Каждое утро вы просыпаетесь отдохнувшими, наполненными божественным вдохновением. Это небесное вдохновение пахнет ваш дух, укрепит ваши руки, придаст ловкость вашим ногам и наполнит ваш разум вдохновляющими мыслями. Руководствуясь моим Святым Духом, вы будете готовы использовать возникающие возможности. Оставьте весь страх позади, потому что в этом огромном мире нет никого, кто имел бы достаточно влияния, чтобы нарушить ваш покой. Относитесь к людям с распростертыми объятиями и искренней улыбкой. Они откроют вам свои сердца. Через тебя я буду творить чудеса и чудеса. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, это лишь временные препятствия, а не признак вашей гибели. То, что вы потеряли, будет восстановлено, обогащено и благословлено. Помни, ты не создан для неудач, ты мой. Твоя судьба не поражение, моя любовь к тебе свидетельство твоей будущей победы. Не бойся, ведь я был, есть и всегда буду рядом с тобой. Ходите с верой, ибо сегодня я изливаю на вас благословение и силу, и я твердо стою на вашей стороне. Я никогда не оставлю тебя. Я выслушаю тебя и отвечу тебе. Мои слова в твоем сердце всегда напоминают тебе, что одиночество – это иллюзия. Даже во время жизненных сражений я посылаю легионы ангелов охранять твой путь, защищая тебя от скрытых опасностей тьмы. Когда страх пытается, контролируйте себя, стойте твердо. Займите победное место. Знай, что с каждым днем моя любовь к тебе возрастает, мои жертвы ради твоей свободы, чтобы дать тебе полноценную жизнь. Я безоговорочно протягиваю вам руку. Всегда готов выслушать, обнять и подарить вам мир, которого вы желаете. Если вы благодарны, выразите свою признательность, написав «Спасибо за все, сэр». Не бойтесь, ведь вы никогда не одиноки. Ты мое самое драгоценное сокровище, и ничто не может отделить тебя от моей вечной любви. Отдохните сейчас, перестаньте беспокоиться о своих проблемах. Получите божественную тишину, которую я даю вам. По моей милости, ваше счастье и благополучие очень важны для меня. Я хочу услышать и понять все, что встречается на твоем пути. Пожалуйста, знайте, что я здесь, чтобы поддержать вас, независимо от обстоятельств. Если что-то делает вас слабым или безнадежным, позвольте мне помочь вам найти решение. Мой Святой Дух живет в тебе, давая тебе контроль над своими эмоциями. Прямо сейчас выберите радость и не ожидайте, что другие сделают вас счастливыми. Я желаю, чтобы вы были свободны от эмоционального бремени. Не пытайтесь противостоять греху и искушению. Просто доверьте мне свой разум, дух и сердце.
Избегайте ситуаций, вызывающих ненужное напряжение, и не совершайте действий, противоречащих моим принципам. Вы будете принимать важные решения, а я буду помогать вам избегать ловушек и трудностей. Знайте, что моя мудрость будет ежедневно проникать в вашу семью. Пусть ваши благословения изобилуют, а их души процветают, чтобы вы дорожили моими словами, молитвами и мудростью, чтобы ни одно обидное слово не слетело с ваших уст. Избегайте сплетен и клеветы. Не верьте всему, что слышите от других. Осознавайте мое присутствие в течение дня. Вы почувствуете мою любовь в своем сердце и разуме, слушая мое руководство. Оглянитесь вокруг, слишком много людей страдают, и ваше сострадание может поднять им настроение. Помни, что ты мой любимый, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Ты мое самое драгоценное творение. Я благословил вас уникальным даром, который вы можете использовать во имя мое и во славу мою. Не беспокойтесь о будущем, потому что у меня есть для вас идеальный план. Моя любовь к тебе вечна, и мои планы сбудутся в свое время. Если вы действительно в это верите, скажите в комментариях: «Я вам верю, сэр». Я ищу твое сердце и надеюсь, что ты последуешь моему правильному пути. Я знаю вас с самого начала и знаю ваши неудачи и успехи. Если ты совершишь ошибку, знай, что я готов простить. Приходите ко мне с верой и покаянием, и я дам вам второй шанс. Не погрязайте в раскаянии в своих грехах. Твоя жизнь еще не окончена, и я не сержусь на тебя. Я заплатил за твою ошибку еще до того, как ты ее признал. Приходите ко мне с доверием и честностью, и я дам вам еще один шанс. Не бойтесь, доверьтесь мне, чтобы решить ваши тревоги и замешательства. Твоя душа принадлежит мне, и ты отдал свою жизнь моей заботе. Мои слова подобны бальзаму на вашу душу, и я всегда говорю с любовью и направляю вас на правильный путь. Оставь свой страх позади и доверься мне. Я как скала, безопасное место, где можно найти убежище посреди жизненных бурь. Сохраните эти сообщения и поделитесь ими, потому что они принесут больше покоя в вашу жизнь. Ваш дом будет полон любви. Помните, что я ваш верный и защищающий друг. Каждый день уделяйте минутку искренней молитве, и я дам вам силы противостоять трудностям. Моя дорогая дочь, не беспокойтесь больше. Я здесь, чтобы снять твой стресс, если ты мне позволишь. Отложите на время свои заботы и действия и откройте свое сердце, чтобы я мог вложить в него свои слова. Я всегда рядом с тобой, даже когда те, кто утверждает, что любит тебя, разочаровывают тебя. Неважно, сталкиваетесь ли вы с враждебностью со стороны людей, которые вас ненавидят или чувствуют себя одинокими, я люблю вас, и я здесь, чтобы защитить вас. Трудно понять, как сильно я люблю тебя, любовь настолько необыкновенную и сладкую, что ты, вероятно, никогда ее не испытывал. Не осуждайте себя и не думайте, что ваши недостатки делают вас недостойными этой любви. Не вините и не принижайте себя, потому что это приведет только к печали и депрессии. Я разрываю цепи, которые мешают тебе расти. Сегодня эти узы разорваны, а узы, которые препятствовали вашему продвижению в будущее, разрушены благословениями, которые я предлагаю. Не оглядывайтесь назад, чтобы получить одобрение от тех, кто вас сдерживает. Решение любить меня и следовать за мной – ваше.
Я забочусь о вашем мире и процветании. Ваши противники хотят только унизить вас. Будьте сильными, будьте смелыми и уверенно шагайте в новую жизнь, которую я вам предлагаю. Ваши благословения гарантированы. Вы скоро их увидите. Доверься мне верой и радость. Не зацикливайтесь на своих ошибках, не зацикливайтесь на них. Ваше будущее впереди, не теряйте времени, оглядываясь назад. Если ты чувствуешь слабость и усталость, помни, что я твой Отец, который любит тебя. Свяжитесь со мной, и я помогу вам. Я здесь, чтобы слушать, обнимать, утешать и говорить вам в уши слова жизни и любви. Я очень тебя люблю и хочу, чтобы ты почувствовал себя достойным моей любви. Говори со мной безопасно обо всем, что тебя беспокоит. Я не хочу, чтобы вы часами страдали от боли или чтобы страх доминировал в ваших мыслях. Если эти слова находят отклик в вашем сердце, покажите это в комментариях. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, ты так дорог мне. Сегодня я хочу вам сказать, что даже если у вас нет сил рассказать мне обо всем, через что вы проходите, я работаю над тем, чтобы помочь вам выйти из этой ситуации победителем. Я могу чувствовать, что у тебя на сердце, и слышать мысли, которые приходят тебе в голову. В этот день, когда тебе кажется, что ты страдаешь, знай, что я ближе к тебе, чем ты можешь себе представить. Моя дорогая дочь, мое дорогое дитя, успокойся. Я контролирую все. Не бойтесь и продолжайте ходить верой. Я знаю, что иногда кажется, что все занимает много времени, но я понимаю, что все должно произойти, и каждая часть имеет свое место в моем идеальном сверхъестественном плане. Пожалуйста, будьте терпеливы. Я открываю пути, перемещаю горы, устраняю препятствия и сталкиваюсь с врагами, которых ты не видишь. Чудо, о котором вы просили, произойдет. Я наполняю тебя миром и спокойствием. Сохраняйте спокойствие, улыбайтесь, все будет хорошо. Я хочу, чтобы ты был счастлив сейчас. Подумайте и поговорите о вещах, за которые вы благодарны. Избегайте язвительных жалоб, слов и фраз, которые вас обескураживают. Сосредоточьтесь на моих обещаниях и интенсивно наслаждайтесь каждым моментом. Наслаждайтесь своими днями и делитесь со мной всей своей радостью. Смотрите в будущее и укреплите свою веру, думая о чудесах, которые могут произойти, когда вы поговорите со мной. В своей книге я написал твою судьбу, и она предрешена. Происходит мощное чудо. Приходите ко мне каждый день, и ваша вера останется твердой. Будьте осторожны, когда я шепчу вам, ибо в моих словах вы найдете чудесные откровения. Ваша жизнь изменится, и все будет хорошо. Проблемы, которые вас обременяют, будут решены. Сосредоточьтесь на моих обещаниях, потому что они тверды и верны. Я здесь, чтобы помочь вам. Сохраняйте спокойствие и уверенно двигайтесь вперед к будущему, полному благословений. Помните, что вы богаты, чтобы процветать, потому что вы были избраны. Молитесь смиренно, ищите меня искренне и ежедневно увеличивайте свои молитвы. Наслаждайся моим присутствием. Ваше присутствие – ключ к исполнению ваших самых сокровенных желаний. Вы должны верить этим словам всем сердцем. Не цепляйтесь за пустые, неверные имитации любви. Не ищите одобрения других,
позволяя, чтобы вас гуманно судили или критиковали люди, считающие себя выше других. Вы часто видите себя тем, кто совершил ошибку, виноватым тем, кто совершил худшую ошибку. Сегодня сожгите себя, чтобы хорошо выспаться. Мой Святой Дух будет с вами всю ночь, исцеляя ваше сердце и разум, разрушая последние цепи, связывающие вас. Ваше счастье не должно зависеть от мнения других. Будь самим собой, моим мудрым сыном, моей мудрой дочерью, человеком сильным, храбрым и просвещенным. Развивайте живую, пылающую, сильную и непоколебимую веру, особенно в самые мрачные времена, когда вы чувствуете противостояние и стресс. Держи меня, ты моя, и я так тебя люблю. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя достойным моей любви. Поговори со мной уверенно обо всем, что тебя ранит и беспокоит. Я не хочу, чтобы вы часами страдали от боли или чтобы ваш разум был поглощен страхом. Дорогое мое дитя, ты мне очень дорог. Сегодня я хочу вам сказать, что даже несмотря на то, что у вас нет сил рассказать мне обо всем, через что вы проходите, я постарался помочь вам выйти из этой ситуации победителем. Я могу чувствовать, что у тебя на сердце, и слышать все мысли, которые приходят тебе в голову в тот день, когда ты, кажется, страдаешь больше всего. Ты знаешь, что я ближе к тебе, чем ты думаешь, моя дорогая дочь, мой дорогой сын. Сохранять спокойствие. Все под контролем. Не бойтесь и продолжайте ходить верой. Пожалуйста, будьте терпеливы. Я открываю пути, двигаю горы, убираю препятствия и сражаюсь с врагами, которые не смогут победить тебя. Ваша жизнь претерпит трансформацию. Сосредоточьтесь на будущем и оставьте прошлое позади, доверьтесь моей преобразующей силе. Освободитесь от бремени, которое держит вас во тьме. Сосредоточьтесь на божественном, отвернитесь от мирских забот. Твоя жизнь бесценна, твоя семья прекрасна. Планы, которые я имею на тебя, могут быть необыкновенными, но исполнение этих мечтаний зависит не только от твоей силы, но и от твоей веры в мою благодать и могущество. Не стоит полностью доверять тем, кто обещает крепкую дружбу, ведь даже самые близкие могут потерпеть неудачу. Я тот, кто никогда не оставит тебя. Придет время проявиться долгожданным благословением. Близок день, когда беспокойство и горе будут заменены святым миром и изобилием. Однако ваша непоколебимая вера в мои слова необходима, только так вы достигнете предназначенных вам высот и останетесь стойкими перед лицом испытаний. Я хочу открыть вам глубокую тайну. В своем духе вы будете поражены, осознав глубину моей любви и изобилие благословений, которые я вам дал. Ответьте мне, готовы ли вы принять те блага, которые вас ждут? Если да, то покажи себя в поле для комментариев, написав «Я готов, Господи». Говорите от всего сердца. Я вижу глубокую любовь, которую вы питаете к своим детям, они мне тоже дороги. Я записал их имена, лица и все аспекты их существования в своей книге. Они имеют огромную ценность в вашей жизни, и это не ускользает от моего внимания. Я хочу, чтобы ты обрел покой и освободился от беспокойства, вызванного твоими заботами. Вы беспокоитесь, что они потеряются. Освободите себя от этого бремени, потому что оно находится вне вашего контроля. Отпустите свои заботы и сосредоточьтесь больше на своем собственном путешествии.
Беспокойство истощает силы и спокойствие. Сохраняйте свою энергию и веру, потому что я хочу, чтобы вы молились. Пришло время отпустить то, что нужно отпустить. Ваши дети, как голуби, готовы летать. Позвольте им летать свободно, веря, что, когда я молюсь за них, мои защитные руки окружат их. Следуй моему совету и доверься моему плану. Ваш разум переполняется, когда вы пытаетесь контролировать или решать судьбу своих детей. Оставьте это дело в моих руках. Есть границы, которые нельзя нарушать, и честь семьи и дома всегда будет защищена. Если они совершают ошибку, не отвечайте гневом. Я дам вам силу, мир и мудрость, чтобы противостоять этому, но будьте осторожны со своими словами, потому что они могут ранить или исцелить. Потому что я не жесток к тебе, я несу любовь и спасение. Сделайте то же самое для своих детей. Поймите, что ошибки случаются. Слезы прольются, но спасение, которое вы испытаете, достигнет и их. В конечном итоге они достигнут поворотного момента, покаются и вернутся домой, принеся благословения, которые наполнят ваш дом радостью на долгие годы. Предложите прощение и второй шанс. Продолжайте молиться за них, и теперь вы почувствуете мой покой. Чувствуйте себя в безопасности, зная, что они под моей опекой. Ты замечательный человек, и я восхищаюсь твоим духом. Я ценю твои слова, когда ты говоришь со мной, когда ты закрываешь глаза в молитве. Я охраняю твое сердце состраданием, полным божественного блаженства, которое я даю, устраняя дискомфорт, боль или болезнь. Выслушав меня, почувствуйте глубокую любовь. Вам не нужно ходить в отчаянии или печали из-за сложившейся ситуации. Если возникнет конфликт, вы почувствуете, как моя божественная любовь окутывает вас. Если придет печаль, мои объятия успокоят тебя, и твое сердце останется счастливым. Ваша семья и друзья будут удивлены и спросят о вашем вновь обретенном счастье. Ваши враги почувствуют себя беспомощными и напуганными, когда увидят, что вы окружены божественной защитой, а бесчисленные ангелы охраняют ваш дом и обеспечивают безопасность вашей семьи днем и ночью. Верьте всем своим сердцем. Моя любовь к тебе искренна. Это не просто фантазия. Это так же реально, как воздух, которым вы дышите, более мощное и прекрасное, чем любое чудо, о котором вы могли бы мечтать. Любовь моя, я окружаю тебя этой любовью и дарю тебе жизнь. Это самое глубокое благословение, которое вы можете получить, и за это я ценю вашу благодарность с началом каждого нового дня. Я ценю, что ты оставляешь свою жизнь, судьбу и дни в моих руках. Вы являетесь примером веры. Даже если другие могут высмеивать вас за веру в невидимого всемогущего Бога, знайте, что я реален, наблюдаю за вами и удовлетворяю ваши нужды. С этой непоколебимой верой вы будете жить, чувствовать и знать, что вы – Дитя Божие, с бесконечной безопасностью на каждом шагу и сиянием бесконечного счастья. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, твой несгибаемый характер, твоя благодарность и твоя доброта глубоко тронули мое сердце. Завтра я буду ждать, чтобы еще раз обнять тебя на рассвете, прежде чем солнце осветит небо. Если вы ищете решение проблемы, которая вас сейчас беспокоит, знайте, что вы найдете ответ в моих словах. Это послание может показаться слишком сложным для вашей ситуации,
но помните, что вы отдали мне свою жизнь и свое сердце. Я вложил в тебя свою душу, наполнил тебя верой, что для меня нет ничего невозможного. Думайте, говорите, кричите и пишите в комментариях обо всем, верьте и кричите сейчас с верой. Ибо для Бога нет ничего невозможного. Откройте себя этой уверенности. Мои обещания реальны, и когда я пошлю их исцелить вашу жизнь и изменить ваше состояние, мои слова не вернутся напрасно. Иногда трудно увидеть происходящие изменения, но помните, что вы – дитя всемогущего Бога. Быстро измените свой образ мышления, потому что мой Божественный Дух обитает в вас, и вы обладаете сверхъестественными способностями. Ты сильный. Откройте Библию, потому что важно понимать, что у вас есть доступ к сверхъестественному царству, где ваш Небесный Отец любит, защищает, направляет вас в любое время, независимо от того, здоровы ли вы или сталкиваетесь с трудностями. Я всегда буду с тобой, как и обещали мои слова. Важно понимать, что ваш дух и мой связаны. Дверь в Царство Небесное для тебя открыта, но ноги твои в этом физическом мире. Возникнут проблемы, возникнут конфликты, и враги попытаются вам навредить. Это часть жизненного пути, но ничто не сможет вас победить или победить. У вас есть моя поддержка и помощь. Мое слово живет в вашем сердце, и у вас есть сила для победы. Двигайтесь вперед и решительно принимайте вызовы. Я так сильно тебя люблю. Расскажите нам, что вы думаете, выскажитесь, напишите в комментариях. Для Бога нет ничего невозможного. Поставьте себя на мое место. Как я могу не любить и не благословлять такого человека, как ты? Мое величайшее желание – дать вам вечное спасение. Не бойтесь, знайте, что вас глубоко любят и защищают, и уверенно шагайте по миру, окруженный моей любовью. Я отдал свою жизнь на кресте, чтобы вы могли идти с победой, а не с поражением. Я воскрес на третий день, чтобы вы могли жить сверхъестественной жизнью и искать в этом мире чего-то большего, чем просто материальные блага. Каждый может испытать одиночество, печаль, отвержение и боль, но вы разные. И если в любой момент вы почувствуете слабость, усталость или эмоции омрачат вашу душу, не забудьте встать, поднять руки в победе и заявить, что вас любит ваш Небесный Отец, могучий воин, выигравший множество сражений. Вы не одиноки и не заблудшая душа. Не соглашайтесь на депрессию и уныние. Я зову тебя передо мной, и это твое место. Когда ты преклонишь колени, моя армия придет с сияющими мечами и уничтожит зло. Ваши духовные враги увидят силу и славу вокруг вас и в страхе побегут. Он может выкрикивать угрозы, но у него нет смелости и сил причинить вам вред. Я говорю с храбрыми из вас. Я с тобой разговариваю. Послушай меня. Это послание было написано для укрепления вашей души. Запомните эти слова и сохраните их в своем сердце. Снова поднимите руки и провозгласите вслух: «Я навсегда любим моим Небесным Отцом, чудесным Богом. Я здоров, свободен, мудр и мудр. У меня есть навыки и вера настоящего воина. Победа – это то, что вы должны чувствовать каждый раз завтра. Я надеюсь, эта вера укоренится. Победа – это то, что вы должны чувствовать каждое утро. Я надеюсь, что это убеждение укоренится.
и дружба с другими людьми. Ты вечное дитя моего сердца. Я продолжу исследовать все возможные направления, чтобы даже мельчайшие детали захватывали ваши чувства. И ты любишь меня всем сердцем? Если да, докажите это в разделе комментариев. Я живу в тебе. Я люблю тебя, сэр. Те, кого считают сильными и миролюбивыми, могут жить в духовной тьме, полной зависти, хотя они и благословлены дарами и Святым Духом. Несмотря на то, что вам придется столкнуться с проблемами и конфронтациями, помните, что их храбрость скрывает их слабости, притворяется теми, кто они есть, и покрывает их греховность слоем совершенства. Но ты, дитя мое, дочь моя, оставайся стойкой, ибо я твой защитник. Ваша вера не просто плод вашего воображения, но в меня живого, могучего, реального и великого Бога. Моя любовь искренна, и я показал свою силу в твоей жизни. Не волнуйтесь, не отчаивайтесь, столкнувшись с угрозами и ложью. Я с вами, чтобы защитить вас от зла, опасности, дефицита, смерти и болезней. Поверьте мне на слово. Пожалуйста, примите мое благословение и покажите свое доверие ко мне. Сделайте это в разделе комментариев, написав «Моя вера в Бога». Я люблю тебя, мой ребенок, моя дочь. Я слышу ваши молитвы, я осознаю ваши нужды, я понимаю тоску в вашем сердце, и ваши страдания глубоко трогают мое сердце. Твой крик был настолько искренним, что моя милость побежала искать тебя. Я не оставлю тебя с пустыми руками. В отличие от тех, кто вас разочаровал, я стоик, и ваша искренняя вера обманывается пустыми обещаниями обманщиков. Ваша простота и уверенность эксплуатируются. И даже если они заговорят обо мне, твоя вера ослабнет. Я должен приближаться к тебе во сне, чтобы исцелить моменты твоей осознанности, даже когда ты спишь. Душа твоя кричит, наполненная болью, терзаемая воспоминаниями о прошлых насмешках. Но когда наступает рассвет, в вас сияет новая уверенность. Теперь ты понимаешь, что нет никого в этом мире, кто мог бы помочь тебе так, как я, с благодатью, терпением, любовью, прощением и силой, чтобы поднять тебя из любой пропасти. Не бойся, проснись снова. Ваше болезненное прошлое не записано ни в одной книге, ваши грехи прощены и забыты. Я предлагаю тебе такую глубокую любовь, что отныне твои сны будут спокойными и полными света. Вы пройдете по саду, полному радости. Я предлагаю вам обновленную жизнь и прошу только вашего сердца и вашей веры. То, что я сделал для тебя, было для твоего же блага. Я не обещаю материальных благ, потому что ваша цель не в их накоплении. Вместо этого я предлагаю вам любовь, мир, мудрость, доброту и прощение. Сначала я благословляю эти дары. Верь в мою реальность, искренность и вечную любовь к тебе. Посреди лжи и обмана этого мира есть исцеление и спасение для тех, кто верит в мои слова. Внутри боли и отчаяния есть также мир и новое начало для тех, кто принимает мою любовь. С сегодняшнего дня мы ходим вместе. Я слышу ваши молитвы и испытываю к вам глубокую любовь. Чудо, которого вы ищете, придет в ваши руки, если вы поверите всем своим сердцем. В своих комментариях он заявил: «Я верю и принимаю, Господь». Мой дорогой сын,
я хочу подвести тебя к самому важному и мощному моменту в этом видео, когда мы объединяемся и соединяемся посредством молитвы. Прошу вас впредь быть осторожными и остерегаться врага. Вы зашли так далеко с упорством и решимостью. Так что не позволяйте негативу отвлекать вас или отвлекать вас в это критическое время. С верой и вдохновением в сердце давайте помолимся вместе, как вслух, так и мысленно. Помолимся, а Господь, освещающий наши дни и ночи ясным светом Твоей благодати. Приветствуй нас в Твоем божественном присутствии, где мир течет, как река, и радость звучит, как мягкая мелодия. В нашем путешествии мы заботимся о вас на каждом этапе пути и с нетерпением ждем реализации ваших планов. Теперь мы возносим свои сердца к Тебе, Господь, и исповедуем бесконечную любовь, превосходящую нас. Как священные слова, повторенные в предыдущих посланиях, давайте почувствуем глубину вашей безусловной любви, которая охватывает каждую часть нашего существа. Мы знаем, что недостойны, но смиренно подчиняемся Твоей благодати. Веди нас на путь истины и добродетели, где сомнения исчезнут перед ясным светом Твоей мудрости. Пусть каждое испытание, с которым мы сталкиваемся, станет возможностью укрепить нашу веру и поверить в Ваши планы, которые так же сильны и верны, как скала, поддерживающая Вселенную. В тишине нашего разума позвольте нам услышать Ваш голос, шепчущий слова надежды и обновления. Пусть нежный голос Твоего руководства раздастся в наших сердцах и вдохновит нас достичь больших высот при поддержке Твоей милосердной руки, которая никогда не оставляет. Пусть Твоя любовь станет общей нитью в нашей жизни, сплетающей паутину переживаний, полных смысла и цели. Пока вокруг нас бушуют жизненные бури, встречайте каждый порыв ветра с мужеством, которое может исходить только от веры, которая находится внутри вас. Мы осознаем, Господи, что мы несовершенные создания, подверженные искушению и падению, но, уповая на Твою искупительную благодать, мы ищем чистоты сердца и силы противостоять отклонениям, которые отдаляют нас от Твоего ясного света. Пусть каждый шаг к истине будет данью Твоей любви, поднимающей нас, даже когда мы падаем. Когда мы возвышаем свой голос в молитве, мы должны находиться в гармонии с небесной мелодией, наполняющей небеса. Пусть каждое сказанное нами слово будет песней хвалы, выражением благодарности за Твое постоянное присутствие в нашей жизни. Излей на нас благословение понимания, чтобы мы могли понять Твой замысел даже в самые трудные времена, Господи, Создатель существования. Благослови нас силой делиться Твоей любовью с окружающим нас миром, чтобы в своих действиях и словах мы могли отражать щедрость Твоего милосердия и стать маяком надежды для заблудших во тьме. По мере того, как мы становимся ближе к Вам, пусть наша жизнь станет живым свидетельством Вашей преображающей благодати. Когда мы принимаем эту молитву, каждое слово должно быть знаком приверженности, возобновлением нашей преданности Тебе, Господь. Пусть эта молитва, сотканная золотой нитью веры, достигнет высот небес, благословения которых прольются, как легкий дождь, и удобрит плодородную почву наших сердец. Вечный и милостивый Создатель, услышь нашу молитву в эту святую минуту, когда Божественное Слово звучит в наших сердцах небесной мелодией. В Твоей божественной любви мы находим утешение и надежду, руководствуясь обетованиями, превосходящими время и времена года. Мы с благодарностью принимаем благословение Вашей доброты и милосердия,
вы готовы пролить на нас свет во времена неопределенности. Когда тени сомнения попытаются омрачить нашу веру, позволь нам окутаться светом Твоей истины, как небесной мантией. Даруй нам высшую доброту, ясность ума и доверие в наших сердцах, чтобы мы могли вполне понять Твои планы относительно нас. Мы хотим адаптировать наши цели к Вашим пожеланиям и направить наши усилия на достижение побед, которых можно достичь только под Вашим руководством. Через искреннюю веру, искреннюю молитву, упорный труд и личные жертвы мы просим ясности в наших мыслях и желаниях, чтобы мы могли мудро различать наши цели. Мы понимаем, что успех часто требует высокой цены, и наша вера должна быть искренней, наши молитвы должны быть непрерывными, укрепляя нас для решения проблем, встающих на нашем пути. Благослови нас, Господь, мудростью признать приходящую природу материальных благ и вместо этого сеять любовь, сострадание и веру, ибо именно эти добродетели порождают истинное духовное удовлетворение. Вы способны влиять на времена года и корректировать время, готовите все условия, чтобы мы могли почувствовать Ваши благословения и оставить страдания позади. Вы находитесь у нашей двери, приглашая нас открыться Вам. Мы надеемся, что Вы останетесь в нашем доме, и мир, который возникает в наших сердцах, очевиден. Мы понимаем, Господь, что вокруг нас все еще много людей, которые страдают и не могут чувствовать Твою любовь. На нашем пути мы встретим беспокойные души, ищущие настоящей любви и прощения. Позволь нам быть инструментами Твоей благодати, как плодоносящие деревья, которые, когда созреют, сохранят благословения, которые Ты дал нам. Пусть мы будем живыми свидетелями чудес, которые Вы совершили для нас и наших семей во времена мира, здоровья и процветания. Пусть наша вера не ослабеет, а вырастет, как сильное дерево, перед лицом смены времен года. Защити нас, Господь, от давления, которое может поставить под угрозу наши отношения и основу наших семей. Мы жаждем Вашего мира, мира, который превосходит человеческое понимание и остается с нами, какие бы бури ни встретились на нашем пути. Просим Тебя, Господи, пробуди нас, чтобы мы не жили в страхе перед воображаемыми кризисами, а уповали на Твою благость, дающую все добро любящим Тебя. Мы хотим быть среди верующих, которые твердо стоят на ногах и верят, что все вместе работают на благо тех, кто любит Вас. Помогите нам понять, что мы подобны фруктовым деревьям, которым суждено принести великие плоды, давая безусловную любовь, горячую молитву и преданное служение нуждающимся. Благослови нас, наш Небесный Отец, быть живым примером Твоей благодати и верности, когда мы открываем Тебе свои сердца. Позвольте нам быть каналами Вашего света для всех, кто встречается на нашем пути. Дай нам мудрость реагировать на вызовы с любовью, терпением и пониманием, как стойкое дерево, которое стойко стоит посреди бури. Завершая эту молитву, мы молимся о Твоем постоянном присутствии в нашей жизни. Пусть каждое слово, сказанное здесь, будет подобно семени, посаженному в плодородную почву, прорастающему и растущему по Вашему желанию. Аминь. Я не хочу, чтобы вы страдали, следуя за мной, а скорее сияли в мире, не затрагивая свой дом. Всегда помните о своих близких, не пренебрегая отношениями и не подвергая риску свое здоровье. Мои вечные идеалы являются лучшими для тебя: истинный мир, непоколебимая вера, мирная жизнь и непривязанность к материальным благам. Мирское богатство мимолетно.
Ты ничего не взял с собой, когда родился, и ничего не возьмешь с собой, когда уходишь. Любовь и сострадание, которыми вы делитесь, вера, которую вы даете, и помощь, которую вы оказываете нуждающимся, вот что принесет вам истинное духовное удовлетворение. Я послал тебе великие благословения и однажды короную тебя своими руками. Вопрос в следующем: вы принимаете? Если да, подтвердите это в разделе комментариев, написав «Обнимаю, сэр». У меня есть сила менять времена года, и все выравнивается, чтобы вы могли испытать мои благословения и оставить свои страдания позади. Я у двери стучу, отворите мне. Я хочу жить в твоей жизни, и пусть мой мир наполнит каждый уголок сердец твоей семьи. Вскоре вы увидите, как моя сила проявится в вашей семье и в вашей жизни. Пришло время мира, исцеления и благословения. Я заметил вашу веру, услышал ваши молитвы и доволен вашим отношением. Ваша честность трогает мое сердце, и ваша вера жива. Я хочу, чтобы ты был образцом для подражания для своей семьи и всех, кого ты любишь. Пусть они увидят ваш рост, поскольку ваша вера укрепляет ваш дух, разум и душу. Придут новые благословения, но вместе с ними приходит и большая ответственность. Я хочу поставить вас в первый ряд, чтобы все могли видеть, как сильно я благословляю тех, кто повинуется мне, тех, кто смиренен и терпеливо ждет моего ответа. Помните, что ваша жизнь, ваша семья и все, что вы делаете, в моих руках. Многие живут в постоянном беспокойстве, потому что думают, что у них кризис, но ты знаешь, что все под контролем моей любви. Вы принесете обильные плоды, как доброе дерево, когда вы станете достаточно зрелыми, и ваше основание станет достаточно крепким, чтобы выдержать благословения, которые я изолью на вас. В вашей жизни и вашей семье произойдет великое чудо. Я тебя люблю. Пожалуйста, прими мою любовь. Откройте свое сердце и душу чистому состраданию, которое принесет вам мир, спокойствие и божественную силу. Моя любовь лечит раны, облегчает болезни, стабилизирует эмоции и обеспечивает покой, которого нельзя найти больше нигде. Когда вы придете ко мне с желанием получать, расти и жить передо мной, вы это найдете. Наполнитесь сейчас, вдохните аромат моего Святого Духа и позвольте времени пройти. Получите больше этих подарков и любви, которую я хочу вам подарить. Эта прекрасная любовь принадлежит тебе, никогда не отвергай ее. Не ищите любви у тех, кто говорит, что любит, но разочаровывает вас и плохо к вам относится. Я дорожу тобой и люблю вечной любовью. Моя преданность тебе вечна, мои планы тверды и мои цели верны. Принятие моей любви означает перемену в жизни, новую жизнь, полную счастья, изобильной любви и никаких разочарований. Моя любовь – это больше, чем просто доброта, она необыкновенна. Извините, это ваше. Я отдал свою жизнь на кресте и был воскрешен на третий день, чтобы и вы могли воскреснуть и жить. Возможно, вы не до конца осознаете это сегодня, но я работаю для вас больше, чем вы думаете. Я коснусь вашего сердца и открою что-то настолько мощное, что это побудит вас принять важное решение. Пришло время действовать и осознать невероятную силу, которая наполняет вашу жизнь. Независимо от вашего возраста и происхождения, никто не будет смотреть на вас свысока.
Люди будут впечатлены результатами, которых вы достигнете. Теперь, когда вы наконец осознаете, что мой Дух был с вами все это время, и что эта прекрасная и святая любовь доступна всем, тогда любовь, которую предлагает этот мир, ограничена, часто с требованием награды. В конечном итоге это приводит к предательству, лжи, боли, несчастью, отвержению и одиночеству. Тебе больше не придется страдать, потому что я помогу тебе исцелиться на моих руках, и все твое отчаяние будет забыто. Я люблю тебя, и если ты меня тоже любишь, поделитесь в комментариях, написав «Я люблю тебя, Господь». Не позволяйте безнадежности взять над вами верх, если вы чувствуете себя слабым и беспомощным. Сегодня я прошу вас внимательно прислушаться к моим словам. Откройте мне свое сердце и примите мир, который я предлагаю вам в этот момент. Я создатель огромной вселенной и управляю штормами, которые могут потрясти вас. Помните, что я могу успокоить эту бурю и успокоить угрозы, терзающие ваш мир. Держитесь своей веры, и пусть ваше видение снова прояснится. Освободите себя от бремени достижения того, чего вы надеетесь достичь, и не беспокойтесь о своих слабостях. Вместо этого сосредоточьтесь на мне, потому что я вам нужен больше всего, когда вы осознаете свои собственные ограничения. Когда твоя вера сочетается с моей силой, тебя невозможно остановить. Ваша сила обновлена, и ваш дух непоколебим. С помощью простого слова веры ваша слабость исчезает, и вы можете с уверенностью заявить «Я – Дитя Божие». Пожалуйста, поделитесь этим в комментариях. А теперь решительно продолжайте подниматься на гору, где я вас жду. На этом саммите могут быть реализованы ваши самые сокровенные желания. Это место и время, чтобы принять мои желания и позволить мне работать в вашей жизни. Отныне ты полетишь на невообразимые высоты, и я довел тебя до этой точки, не оглядываясь назад. Расправьте свои крылья и поднимитесь выше, чтобы получить благословения, которые я хочу вам дать. С сегодняшнего дня отчаяние больше не будет твоим другом. Ваши ночи будут свободны от тревог, а утро от печали и печали. Вы будете жить жизнью, наполненной верой так же непоколебимо, как солнце встает каждое утро, выбирая счастье независимо от обстоятельств, отрицая плохие новости или беспокоясь о том, чтобы стереть прекрасную улыбку, украшающую ваше лицо. Ты мой сын, моя дочь, и ты полностью посвятил себя мне. Мой Святой Дух живет в тебе и делает тебя уникальным. Не нужно подражать другим людям, которые часто не способны противостоять трудностям. Вы другие, внутри вас живет сверхъестественная любовь, необыкновенная вера и слова, передающие силу. Расправьте крылья, поделитесь этими словами. Мне нравится видеть, как вы живете активной жизнью со своими близкими и встречаете каждый день с уверенностью в моем присутствии. Ваша благодарность согревает мое сердце и наполняет глаза слезами радости, когда я вижу, как вы смиренно преклоняете колени в молитве. Ваша непоколебимая вера, терпение, уважение к другим и достойное поведение глубоко тронули мое сердце. Эти качества вдохновляют и поднимают настроение многим окружающим вас людям. Ваш выбор, ваши достижения и невероятные благословения, которые вы получаете и делитесь с теми, кто вас поддерживает, охраняются Святым Духом.
В руке твоей ты держишь могучий меч, а в сердце твоем живет сила, исходящая от меня, Создателя всех твоих благ. Возможно, ты несовершенен, но помни, что твоя сила исходит от меня, Создателя твоих благ, который ведет тебя к победе во всех битвах. Держите свое сердце смиренным и уверенным. Не нужно стремиться к популярности или брать на себя титул человека, претендующего на власть. Я буду использовать твои руки, чтобы творить чудеса, которых не видел ни один человеческий глаз. Целебный дождь пролился на вашу землю, и реки живой воды текут по вашим полям. Ваши амбиции будут расширяться и расти. Будь сильной и смелой, дитя, моя дорогая дочь, ибо ты увидишь необыкновенные вещи своими глазами, если поверишь в них. Поделиться комментарием «Я верю в тебя, Господь». Вы увидите, как распахнуты перед вами двери и окна небесные. Я знаю, что ты понимаешь мои слова. Сохраните это прекрасное откровение в своей душе. Я тебя очень люблю, и ты меня тоже любишь. Я испытываю огромную радость, когда слушаю. Искусство и твое сердце радуется каждый раз, когда ты выражаешь мне свою любовь. Моя любовь к тебе очевидна из слов, которые исходят из моих уст, принося исцеление и защиту. Я Бог, дающий силу, выполняющий свои обещания, укрепляющий тех, кто в этом нуждается, приносящий радость печальным сердцам и открывающий двери рая тем, кто любит меня всем своим сердцем и разумом, тем, кто понимает силу исцеления. Уважайте других, будьте терпеливы, избегайте сплетен и конфликтов, говорите вежливо и сохраняйте спокойствие перед лицом проблем. Какими бы ни были обстоятельства, вы и ваша семья в безопасности в моих руках. Отвечайте на трудности добротой и мягкостью, а не гневом. Мой мир. Важно понимать, что у вас есть доступ к сверхъестественному царству, где ваш Небесный Отец любит, защищает, направляет и направляет вас в любое время, независимо от того, находитесь ли вы в добром здравии или сталкиваетесь с трудностями. Я всегда буду с тобой, как и обещали мои слова. Дверь в Царство Небесное для тебя открыта, но ноги твои в этом физическом мире. Итак, дети, моя дорогая дочь, не отчаивайтесь, потому что я здесь, чтобы с любовью направлять вас, и у меня есть великие планы на вашу жизнь. Не бойся, ведь я буду твоим защитником на твоем пути. Где бы ты ни был, своим сияющим мечом и силой своих слов, я буду продолжать защищать тебя. Прошу вас поверить мне на слово и знать, что все, что я делаю, для вашего блага. Я всегда буду рядом с тобой, и это наполнит твое сердце огромным счастьем. Вы благословлены, пока другие страдают, у вас мир и покой. Если жизнь преподнесет тебе испытания, я дам тебе силы справиться с ними. Открывая прекрасные двери и возможности в своей жизни, вы будете исследовать далекие места, посетите множество стран и поделитесь своей любовью с людьми по всему миру. Я тот, кто выбрал тебя и создал тебя. Я тебя очень хорошо знаю и знаю, с какими трудностями ты столкнулся в детстве. Однако я буду говорить с вами с большой нежностью. Слушай внимательно. Пожалуйста, примите во внимание это сообщение. Боль прошлого, возможно, все еще будет здесь, но не навсегда. Имейте смелость отдать все свои силы и оставить негатив позади. Я надеюсь, что ты проживешь жизнь, полную прощения,
и твой разум и сердце больше не будут терзаться теми днями страданий. Теперь вы можете излучать радость без стыда. Позвольте другим видеть вас полным жизни, без печали, чтобы те, кто причинил вам боль, поняли, что вы больше не находитесь в ловушке, вызванной ими печали. Я очень люблю тебя и хочу, чтобы ты держался подальше от негативного влияния. Мир меняется, и многие предпочитают сосредоточиться на негативе и пессимизме, хотя могли бы прожить счастливую жизнь. Они отвергли мою любовь. Поэтому они живут в отчаянии и неудачах. Я не хочу, чтобы ты закончил вот так. Желаю тебе жизни, полной побед и счастья. Следуйте за мной по моему пути, и я дам вам семена любви и слова исцеления, которые смогут распространиться на многие сердца. Ничто недалеко от меня, и чудеса, которые я совершу в вашей жизни, поразят вас. Скажите, что верите в меня, написав в разделе комментариев «Я верю в тебя, Бог». Мой любимый сын, моя любимая дочь, слушай внимательно и впитывай каждое слово, которое я хочу сказать. Поделитесь своими мыслями о темах, которые я хочу с вами обсудить. Я хочу заверить тебя, что никогда не перестану выражать свою любовь к тебе. Каждый день я найду милый и красивый способ дать вам почувствовать себя обнятым и защищенным. Навеки благословленный бесконечной любовью, которую я испытываю к тебе, мои чувства остаются нерушимыми, и мой завет любви с тобой написан в моих словах, скреплен моей кровью и подтвержден присутствием моего Святого Духа, горящего в твоем сердце, как очищающее пламя. Удаляет грязь с вашей души и, как сильный ветер, очищает болезненные воспоминания из вашей глубины, наполняет вас спокойствием и мягкостью, дает вам несокрушимую силу и безопасность. Я полностью доверяю моему Верховному Богу и очень Его люблю. Прошу вас не отвергать мои исправления, выслушать мое послание и уделить мне все свое внимание. Не позволяйте гордости наполнить ваше сердце. Надеюсь, вы такие же скромные и простые, как и я. Пришло время подняться и оставить ошибки прошлого позади, сохраняя при этом свою веру сильной. Перестаньте смотреть вниз, поднимите свое лицо и приготовьтесь насладиться грядущими благословениями, ибо я, ваш Небесный Отец, избрал вас для получения моего наследия. Вы получите силу, необходимую, чтобы сосредоточиться на моих словах и предпринять действия, которые увеличат ваш рост, используя свою энергию, чтобы принести радость тем, кого вы любите. Многие люди рядом с тобой и в хорошие, и в плохие времена. Есть нуждающиеся люди, и вы можете им помочь. Я могу использовать вас как инструмент благословения для всего вашего сообщества, чтобы вы были признаны примером справедливости и честности. Ваше сердце великодушно, и вас ждут великие события. До конца этой недели спасибо, что обратили внимание на это сообщение. Теперь на этом видеоэкране вы получаете сигнал. Позвольте своей интуиции решить, какое божественное послание вы получите следующим. Спасибо, что зашли так далеко. Теперь мы обращаемся с особой просьбой. Поделитесь этим видео со своими друзьями, семьей и как минимум с 3 группами WhatsApp, чтобы Слово Божье могло легче достичь тех, кто в нем нуждается. Бог благословил.